Испытано на себе. Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень жаркий день, и еще этот день знаменателен тем, что до города Якутска добрался каскадер Евгений Чеботарев, у которого около полумиллиона подписчиков, и который делает достаточно непростой, нелегкий путь на вот этом автомобиле. Это Opel Kadett 82 года выпуска. Двигается он в Магадан. И по счастливой случайности удалось с ним встретиться, пообщаться. И сегодня в выпуске мы испытаем на себе часть ремонта данного автомобиля. Едет машина уже 9000 километров. Цель добраться до Магадана с Ростова-на-Дону. В итоге получается у нас 11 тысяч километров. Уже машина прошла 9. Остается 2000 километров, самые сложные. Это уже непосредственно прямая до Магадана. Крути. Все, машина куплена за 30 тысяч рублей. Машина 82-го. Opel Kadett. Даже такие существовали когда-то. Слушай, ну у тебя в крыше огромное количество отверток. Это было задумано? Сервис на колесах. Да нет, это так уже придумано было по дороге. Никто и не думал, что вообще в таком состоянии я буду доезжать до Магадана. Кто-то воткнул еще, это была первая отвертка в Самаре. И все стали уже пробовать, прям стало интересно, с какого удара ты пробьешь крышу отверткой. То есть в Самаре первый человек воткнул, и потом уже пошло, да? Да. Женя, я смотрел твои трюки. Ты сколько лет уже занимаешься? 3 года. 3 года всего? Да. 3 года уже выполнил 61 трюк. Так что поездка в Магадан – это выходной день. Еду, отдыхаю. Ну, трюки, слушай, очень сложные. Какой был самый сложный трюк для тебя? Слушай, да, они все по-своему сложные, я не могу даже сказать. Для меня это вообще сложный вопрос. Его пытаются задать все, а ответа у меня, к сожалению, нет. Потому что каждый трюк, он по-своему сложный и как-то, не знаю. Ну, я вот видел, где ты под фурой проезжаешь. Да, это крайний. А как пришла идея такая проехать? Это как в «Форсаже»? Да. Далеко не ходить. А как-то Мне рассчитывали? подарили кабриолет, а он оказался слишком низкий, и мне сразу первое в голову пришло. Почему бы не проехать под Почему фурой? бы под фурой? Мы все равно переделывали прицеп, потому что прицеп 1 метр в высоту просвет. То есть это невозможно сделать, когда машина 1,15 м. Мы подняли раму на 15 сантиметров и выполнили. То есть раму чуть подняли, да? Конечно, да, потому что машина изначально не проходила. Ничего себе. Даже она низкая, но этого недостаточно. Слушай, можешь тут вот эту поднять немного? Давай. Так я сейчас там это сложно. Сейчас натянуть. О, хорошо, сейчас смотри. Слушай, Там крючки, сейчас. Дай их отставить. По одной залезает, а так вместе нет. Вот еще попробую с этой стороны.
О, так, теперь на этом начинаем. А теперь... Оттягивается. Так, давай-ка, руй. Все, поднимай. Подожди, палец мой. Вот что-то так сделать. Все, вниз. И обратно. Не должна отлететь. Да. Все, едем дальше. Дальше. Эту штуку снимаем. Вот это может? Может, эту, да. Не, давай примерим. Сначала примерим. Поставь сюда сначала резиночку. На вот это подвешай. Так. От Кариба, да? Да. Стоп. Ну, вот эту. Да, вот это теперь. Вот это, да. Так, нужен молоток из зубила или отвертка, да? Она еще приварена? Как будто Конечно, да. Учитель, сейчас все сломается. Ну, ничего страшного. Приварен, по-моему. Так. И вот эту штуку, козырек, выправить, а потом надеть и его загнуть обратно. Там у тебя где-то крутые клещи были. Во! Женя, какой твой самый любимый трюк, который тебе прям вот запомнился, понравился самому? Да, наверное, пролет в 200-литровую бочку. На скорости. Да, он самый такой был. Вот его можно даже и отнести к самым сложным. Ну, есть еще тоже наподобие сложный. Ну, это прям пушка. Да, это было. Это прям была пушка. Так, а тут Это низко. низко? Знаешь, давай, может... Антон, она бить будет туда. Ну, просто вот это она отпадет. Мне так кажется. Можешь его вообще убрать? Банка в банке. Не, порвется по-любому, потому что люфт большой. Убрать. Получается, короче, вот это вот снимаем, да, и вот сюда вот на резинку вставляем, и сюда гайку вроде наворачиваем. Вот на эту штуку. А этот сюда ты одеваешь, и все. Сколько это? На 10 же, да? Нет, Шайбу? 17. Шайба, Нет, да. внутренняя, десятка же. Десятка, да. И шайбу. И шайбу. Широкую. Чай принесу. Сейчас принесу. Все, кипиш. Все больше и больше людей Работа началась. появляется. Наконец-то. Да, если мы сейчас эту снимем, резинку сюда поставим и эту обратно закрепим. Да. Вот, ну, я думаю, ты не боишься, что просто полетишь. Конечно, у меня теперь есть пушка-гонка. Теперь Вообще я- всегда работа с глушителем, она прибавляет несколько лошадиных сил. Да, честно, Да. это процентов 5. А плюс еще заклеенный бак и сделанные колеса, это еще плюс 20 к мощности. Ты говорил, Опоздал братишка. сколько сил у этой машины? 73. 73, 1,3 двигатель, пятиступка, не едет вообще. Шайба есть, да? Вообще не едет, не да? едет. Какие планируешь еще трюки? Ой, да много. Много? У тебя, по-моему, 4 числа, да? что-то? Парашютом, да, у меня 4 числа мы хотим на машине кувырок вперед сделать в Краснодаре. Ну, не знаю, успеваю, не успеваю. Ну, в любом случае это будет делаться трюк. Еще на Ниве надо докрутить, еще на мотоцикле бутылку с головы сбить. То есть, ну, вот так трюков полно. Ты сам придумываешь трюки или есть команда, которая... Слушай, да ну некоторые сам, некоторые подписчики напишут, некоторые с фильма там раз увидел. Ну, то есть со всех сторон. Увидели? Жека, повтори, да? Да. Обычно такая тема и есть. Мне всегда скидывают какие-то видео, там, где куда-то в космос летят и давай, Женек, ты сможешь. Смотрел фильм «Армагеддон», да? Да. Повтори, да? А это чисто так, лайф. Отпуск. Не, лайт. На лайте так едешь, кайфуешь, перезагрузка есть своя. Ну, там плюс знакомства,
также. Ну, как с вами познакомился, так и с другими в других городах. То есть, ну, прикольно. Ты же ехал по дороге, получается, у тебя в городах, ну, знакомых как бы и не было. Да и не было, да. Вот Все, так вот. подписчики. Все. Миллион друзей, да, стало. Круто. Подшипник нормально. Да пойдет. Надо перезагрузку всегда делать, менять локации, менять людей. То есть, ну, туда у тебя мозг делает перезагрузочку, и ты уже, когда приезжаешь домой, у тебя уже свежие мысли, ты уже больше подготовлен к каким-то тяжелым трюкам. То есть, ну, да, это надо регулярно делать. Несмотря на то, что, в принципе, трюки, они все как бы разные, но все равно, скорее всего, превращается в рутину какую-то, да, через некоторое время. Да. Ну, действительно, нужно как-то перезагружаться. Ну, потому что морально есть трюки, ну, где там просто ты за рулем сидишь, да, то есть тебе там прям физически ничего не надо делать, там. В основном это все морально тяжело, это подготовить, это там не ошибиться, это прям все сделать правильно, там заснять, то есть вот это все совокупностью тебя разносит так крышу, что ты после трюка, когда ты его сделал такой весь, ходишь чумной и в кайф реально куда-нибудь так пропасть немного. По приезду в Магадан что планируешь с машиной сделать? Слушай, не знаю, много всяких мнений. Может, подписчикам скажу, типа, пусть выберут вариант, что с ней сделать. Можно ее скинуть с каньона, там уже ребята предлагают. Предлагают уже, да? Да, можно ее разыграть, можно ее на аукцион. Вот сегодня мне идея пришла, ее на аукцион поставить. Типа с 1000 рублей кому-то, ну мало ли, кому-то эта тачка нужна будет. Ну, она уже Начать с историческая. 1000 рублей, например, кто больше. И можно, я не знаю еще что. Да, если подумать. Ну, это по приезду. Сейчас пока ничего не могу сказать. Главное, надо доехать. Сейчас сложная дорога остается. Связи мало, заправок мало, цивилизации мало. И ты едешь на редкой тачке, потому что у вас вообще на нее, в принципе, запчастей нет. То есть, ладно, там вот сейчас что-то сломалось такое, это все мы можем сделать. А если что-то начнет с двигателем ломаться, то уже тут Ну да. никак ты не сможешь починить. А у тебя симка какого оператора? МТС. МТС? Ну, у меня был Билайн, и я уже понял, что в ваших краях Билайна нет. Я в Чите еще зарегистрировал на себя этот МТС. На Билайн остался с собой? Да? По-моему, где-то пригодится обязательно. Дальше вот по той дороге там в некоторых поселках есть только один какой-то оператор, и это не всегда МТС. Ну, говорят, там мегафон. Основная масса там Билайн. Билайн, кстати. Да? Да. Ну, Билайн есть. Поэтому пополни баланс. Билайн есть, все. Да. Давай, закручиваем, даже тут что, подожди-ка. шайбочки. Шайбу одну Только поставим. сверху ставь. Не, вот туда поставим шайбу. Ну, а вот шайба есть. Не, закрой. Так вот. Ага, так. Не, надо поменьше, это толстый слишком. Вот такой глянь. Все, давай. Так, а там нам ничего не надо, да? Так, не, давай, снимай ее. Что-то не то, да? Не, снимай. Пойдет. Давай. Обалденно. Опель. А, горячо, оказывается. Так, ну все вроде. Так, подожди. Свой, да? Сейчас сойдется. Так. Ну тут застопорить, да, чем-нибудь? Да, тут Кольцо надо. какое-то стопор, да. Ты смотри, как он это делает, все хорошо. Мастер своего дела. Все. Тут не держит же? Четко. Главное держит. Ой. Нет, вообще огонь. Ну давайте отпустим. А, вот эта штука, что там висит? Шума теперь не будет. А, вот это что такое? А тут как будто болт слезало.
Я его обломала просто. Обломала болт. Болта нет. А это с кузова же получается изнутри. да? Ну, Ну, там, наконец, Сейчас его оттуда надо посмотреть же. так кому это? А, из кузова вытащить надо что ли? А. А как мы там в кузов-то? полторашка. Нет, он же из кузова, с салона идет. Он из салона идет. Почему болт обычный? Ну, болт-то из салона идет же. Болт заварен на кузове. Мне тоже так кажется. Беспокоится аудитория, пишет, ну что там, Женек, буквально не... Ну, когда мы? Вчера последний раз я вечером запилил сторис, что мы подготавливаем тачку, и все. То есть сегодня просто тупо чуть отдохнул, а у меня уже весь телефон. Женя, ты живой? Что случилось? Где сторис, да? Где машина, куда пропал, что да как. Сколько? А я просто маленькую взял паузу, ну реально, ну когда ты много выкладываешь, вот это, тоже иногда начинаешь уже плохо это сделать. Тебе нужно все равно чуть отдыхать. И я сегодня подумал, думаю, я сегодня день отдохну, а завтра уже стартую и на всю снимаю. Но аудитория все, она же сразу беспокоится. Это надо, наверное, если ты хочешь отдохнуть, тебе надо Так и сказать. оповещать, да. Ребят, я все, отдохну сейчас. все, тайм-аут, Машину доделаем. денек, Сколько в день приходит сообщений в личку? в среднем 1000. 1000. Да. На А все- когда я путешествую, вот сейчас еду, сейчас вообще актив бешеный, может и до 2000 приходить. Да. Конечно, я стараюсь все прочитать, ну, хотя бы как минимум прочитать, кому-то ответить. Ну, бывает, да, все равно я уже не в силах. То есть, ну, уже листаю, они все идут. И ты уже вот такой сидишь, думаю, не могу. А ты 3 года назад начал заниматься трюками, а Инстаграм завел тоже 3 года назад? Или попозже? Да, я его как завел, ну и только его раскручивать уже по максимуму стал, наверное, спустя год. То есть где-то я 2 года прям занимаюсь Инстаграмом. А когда произошел этот момент, когда вот ты понял, что резко... В озеро. А? В озеро, в Жиге. В озеро, когда, да? Да, я прыгнул, у меня там пошло там, телевизоры, передачи всякие, подписчики поперли. И тогда я понял, что мне нужна аудитория, мне нужно расти. И с этого трюка я уже начал больше на Инстаграм. Сейчас в Инстаграме у Жени больше 400, почти 500 000 подписчиков. Да. Живых людей, которые смотрят, которые фанатеют, которые реально нравится мое хобби. Там нет тех людей, которые бы просто были подписаны. Каждый... Ну, то есть ты не проводил всякие гивэвэй, там, розыгрыши и так далее? То есть вся это люди, живая которые... аудитория Да. вся пришла Лояльная. потому, что им Интересно. нравится, да, интересно. Я всегда за качество следил аудитории, потому что мне это важно. Я не хочу, чтобы мне писали, типа, ой, ты херней занимаешься. Ну, то есть, по факту, зачем мне этот человек? Если он такого мнения, что не нравится, значит, он не должен быть подписан на меня. Да, все верно. Эй, братан, дай хоть знать, что все в порядке. Все в порядке. В порядке. Вот, Денис, он с Питера. Видишь, что он говорит? Братка, здорово. Ты хоть что там, куда пропал? У тебя все в порядке? Что-то не вижу, тебя уже заволновался. И вот так все они. Ну вот, успокоил. Слава Я ему Богу, говорю, все хорошо, я отдыхаю. Давай, добра тебе, успехов. Это Денис, он Тебя слышно. с Питера, спортсмен, боксер. Жека, ты живой. Жека, ты где? Слушай, Женя, а- надеюсь, у тебя все хорошо. А у тебя в Инстаграме уведомления стоят, что там Нет, лайки, там, там, наверное, вообще безумное количество Нет, летело, я да? это не ставлю. Ну, потому что вот взять этот... Меня везде отмечают постоянно. Вот, например, 10 минут назад мой трюк. Это я же его сделал. То есть они еще Ну, репостят? они его, да, репостят. Ну, вот, например, здесь меня отметили. То есть бывает, что мое видео воруют, да, например, со страницы, его не Без отмечают. отметки. Да. И тогда уже злишься, сидишь, думаешь, козел. Нехорошие люди, да? Да. Ну что, будем заводить? Ля-ля тополя, это все понятно. Но нам же надо на Магадан ехать. Убираем ключи. Момент истины. Так, какие работы были проведены, получается? Сейчас все расскажем, да. Починилась выхлопная система, починился, самое главное, бак, уже не течет.
топливопровод. Так, что-то еще с колесом было, да? Да, С колесами. У меня запаски все были пробиты. Мы поменяли, мне сделали 4 колеса, да? 4 колеса мы сделали. Обслужили их, все там, балансировка. Самое интересное, мы туда напихали, сколько он сказал, грузиков? Да там вот даже можно пойти показать, что какие у меня хорошие колеса. Насколько у меня все хорошо. Это вот здесь по внешним есть. И вот. Ого. Да. Насколько они кривые, что вот балансировку делали. И здесь тоже позабивали, там. Ну, ничего. Там все равно я гнать сильно не буду. Так что там сильно ничего не повлияет, эта вибрация. Бензина у нас 2 по 20. Все, вот это у меня резерв будет. Я завтра заправлю 2 по 20. То есть один бак полный у меня есть резерва. Тут 40 бак, здесь 40. Одного бака хватает на 300 километров. То есть по факту у меня машина сможет преодолеть 600 километров без заправок. Расход у нее на сотку. Расход большой, потому что машина не едет. У нее 73, по-моему, лошади. И когда начинаются какие-то перевалы, и ты начинаешь ее на третий, там вот так вот эти обороты, и она ест. Ну, короче, где-то в среднем 14 литров ест. Ну, 14-13, вот так вот она ест. То есть, ну, это, конечно, много. Потому что я уже потратил где-то около 50 тысяч, чтобы сюда доехать. Только на бензин. Только на бензин. То есть, по факту, это путешествие даже назвать мажорное. То есть, ну, это, блин, недешево. Это вообще... Так это еще отели. Я ж не всегда там у подписчиков остаюсь. Там отели, еда по пути, там всякие энергетики, кофе, плюс еще какие-то иные расходы. Там, например, колеса сделать, там еще докупить что-то. То есть это в совокупности не маленький ценник. Ты бы мог просто купить бизнес-класс и поехать в Магадан. Все. Плюс мне еще оттуда вернуться надо. Тачка-то в один конец едет, а мне еще потом прилететь надо домой. Это 30-ку билет стоит. То есть по факту такое... Путешествие забирает 1150. Если не больше. Да. Приварить? Да, приварим ее. Ну, точно. нужно. Вот так я ее приварю, и будет ништяк, да? Да. Это Евгений Морозов, человек, который очень хорошо помогает Жене в Якутске. Человек, который хорошо варит, да? Хорошо варит. Ага. Головой и не только, да? Ага. Это, короче, Да, Занячик молодец. Он тоже активист по полной, блин. Вот эти мега-машины, смотрю, с большими колесами. Яхты, корабли у него тут. Самолеты, истребители. недавно с Русланом Ачировым использовали ее. Петровича? Да. И, в принципе, публике понравилось, да? Да. Сейчас у нас есть план, но мы пока его раскрывать не будем. Съездим, покажем и расскажем, как это все происходит. Так. Сай, еще один. Еще один? Давай. Вот так. Красиво. Ну все? Хватит, наверное? Да? Ничего, он раскалился. Ну, я Махом. поставил мощный ток просто. Резинка там не Я сплавится. вручил, по-моему. Надо водичка. Нормально. Он как солнце там горит. Давайте, может, приварим на машину. Некоторое время назад в технопарке сделали табличку. Я все думал, куда ее прикрепить. Вот. Испытано на себе. По-моему, это идеальное место для того, чтобы разместить эту табличку. Все мне давали, канистры там,
всякие эти домкраты, манкраты, Компрессор. компрессоры. Тут у меня моего ничего нет. То есть ты на пустой машине поехал? Да, то есть, ну, это все подписчики, кто-то в каждом городе что-то давал, я не знаю. Вот всякие эти штучки. Типа, если застрянешь. Ну, сейчас же требования. Да, Ну то и есть, безопасность. прикольно. Шлем даже подарили, вот тут шлем есть. Да, вон он шлем. Баллонник пригодился прямо с Да, крыши. надо забивать. О, забивай. Давай, я сейчас этот возьму. Вот такая табличка. А, ну прикольно. Ну это мало. Гасите что-нибудь, фильтр от машины, что-нибудь. Чтобы баллонник не потерялся по дороге. Ну. Так, что, давай этот. Я думаю, надо помыть ее. А, помыть сначала. Туда канистры надо. А вот сюда 2 канистры. Во, все, Очаги. развесовка. Давай этот топор дуй. Смотри, оригинально, он вчера, когда достал, я удивился очень. Слушай, ну крутой это топорик. Классный топор, да? Бурятии, да? Самое прикольное, куда он его воткнет. Смотри, раз. И готово. Байкал написано, да? Сильнее, потому что резина. Нет, там она в резину упирается, да? В колесо. А, ну все. Я просто боялся, что сломаю. Плотно держится. Лапы надо убрать и давай ее дунем. Тачку. Четко, четко. Вот что я тебе говорю, она полтычка заводится. Куда ее ставить? Да, дорожу. Давай, сюда. Стеклоподъемники. 82-й год, стеклоподъемники, да? Ничего себе. Давай, давай, родная. Ну-ка, сейчас закрой. Заработала. И машину делим пополам? Все. Короче, это твоя сторона. Жека, кстати, ты же хотел искупаться. Я предлагаю тебе раздеться, мы тебя обмыть. Давай, бахай прям. Подожди, там микрофон. Да не, давай, я готов. Не, микрофон сними. Не, микрофон надо снять и телефон убрать, потому что все мокрое. Да нет, чуть-чуть, давай. Чуть-чуть, не близко. Вот так. Тихо. Че, четко? Женя, а ты ожидал, что в Якутии будет так жарко? Нет, если честно. Вот у нас сейчас в Ростове 40. Здесь 30, да, с чем-то? Да. У вас очень жарко и можно где-нибудь купаться в Лене. Все? Теперь я, да? Давай. Всё, поехали.
тебя зачет. Да, теперь моем салон. Как настоящий Автомойщик. Ну. А как эта дверь открывается? Вверх. С ноги. Просто вверх? Братишка, это тут целые пароли. О, берешь? Кстати, вот там, наверное, не видно было. Открывается вот так. Вот. Четко. Девайс. Система не пиль. Так, ну что, табличку будем крепить? Некоторое время назад мы сделали вот такую табличку Уран Machines на ЧПУ станке. И, наконец-то, эта табличка займет почетное, достойное место на автомобиле Евгения Чеботарева. Ой, Начинается. Я только покрасил капот, они мне его уже царапают. Поцарапал. Извините. Евгений Чеботарев. Колеса сделали, 3 запаски сделали, выхлопная система полностью сделали, бак больше не течет, все поменяли, все заклеили, заварили, все сделали. Машина полностью исправна. Помыли ее. И завтра утром в 6 утра я отправляюсь в Магадан. 1840 километров. Ну что, друзья, исторический момент. Сейчас сам Евгений Чеботарев поместит наклейку на мой автомобиль. Шик. Четко, отлично. Конечно. Все, Спасибо. приходите еще, обращайтесь. Тачка официально Забрендировано. забрендированная, да? Друзья, ну что, сейчас 7 почти вечера и будет встреча с подписчиками. Евгений объявил об этом в сторис. И буквально сейчас за вот это здание заедем. Там большая площадка, куда должны подъехать подписчики. Испытано на себе.